Сегодня я бы хотел с вами поделиться словом по поводу крещения. И не просто крещение, а крещение Иисуса Христа. Кто знает, что Иисус, Он принял крещение? Да. И вот, кстати, интересная фраза «водой». Может быть, я хотел позже об этом рассказать, но у нас такая традиция сложилась, и вообще, знаете, в русском языке слово «крещение», оно созвучно слову «крест». Крест, Христос, крещение. И поэтому многие люди, они воспринимают это, как будто это какой-то вот новый праздник, который, или обряд, который был введен там Иоанном Крестителем. Но на самом деле мы сегодня увидим, что это на самом деле не так, и что иудеев крещение это идет от них, от евреев, от иудеев. И вообще вот это слово крещение, кто знает греческое, баптиза. Вот есть такие наши братья, тоже протестанты, баптисты. Вот это вот крещенцы. То есть это те, кто вот верил в крещение, в полное погружение. Ну, то есть мы тоже в это верим, но у них прямо название от этого. То есть баптиза это на древнегреческом и означает буквально погружение, омовение. То есть смысл крещения именно в этом. В русском у нас просто вот крест, крещение, это такое вводное слово, чтобы вы понимали. Хорошо? Но интересное место, давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея. Запаситесь терпением, я стараюсь читать, буду читать быстро, чтобы вас не утруждать. Прочитаем всю главу. Кто-нибудь читает Библию, старается читать каждый день? Я еще не успел сказать каждый день, уже руки подняли. Давайте еще раз скажу. Каждый день. Вау! Круто! Хотя бы по одной главе, по несколько стихов, это прям здорово. Но кто не поднял руку, не отчаивайтесь, сегодня вы начнете. Закроете сразу главу. Итак, Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 17 стих. «В те дни Иоанн Креститель начал проповедовать в Иудейской пустыне». Еще раз, я все читаю в новом русском переводе. Не в синодальном, как обычно, например, многие печатные издания, но вы понимаете, что суть, она та же самая, современными словами. Это перевод также с греческого. Итак, в те дни Иоанн Креститель начал проповедовать в Иудейской пустыне. «Покайтесь, потому что Царство Небесное уже близко», — говорил он. Об Иоанне говорил пророк Исаия. «Голос раздается в пустыне, приготовьте путь Господу, сделайте прямыми дороги Его». Иоанн носил надежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Пищей ему служили саранча и дикий мед. К нему приходил народ из Иерусалима, со всей Иудеи и из окрестностей Иордана. Они исповедовали свои грехи, и Иоанн крестил их в реке Иордан. Фарисеям и саддукеям, которые приходили к нему, чтобы креститься, Иоанн сказал: «Вы, змеиное отродье, кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего гнева? Делами докажите искренность вашего покаяния. Не думайте говорить в себе: наш отец Авраам. Говорю вам, что Бог может и из этих камней сотворить детей Аврааму. Уже и топор лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь. Я крещу вас водой в знак покаяния, но после меня придет тот, кто могущественнее меня, и я даже не достоин нести его сандалии. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. У него в руках лопата, чтобы провеять зерно на таку. Свою пшеницу он соберет в хранилище, а мекину сожжет в неугасимом огне». Затем из Галилеи к Иордану пришел Иисус, чтобы принять крещение от Иоанна. Иоанн хотел было отговорить его: «Это мне нужно креститься у тебя, зачем же ты пришел ко мне?» Но Иисус ответил: «Пусть сейчас будет так. Нам надо исполнить все, что требует праведность». Тогда Иоанн согласился. Как только Иисус крестился и вышел из воды, раскрылись небеса, и он увидел Духа Божьего, спускающегося подобно голубю и садящегося на него. И вот голос с небес говорящий: «Это Сын мой, любимый мною, в нем моя радость». Интересное место Писания, я просто прочитал для чего, для того, чтобы вы понимали, освежили память вообще, о чем идет речь. И в самом начале я бы хотел рассказать историю правдивую. Вы знаете, что, например, у нас в церкви, мы стараемся, не стараемся, у нас есть правило, что когда мы крестим человека, он должен осознавать всю меру того, что он совершает. То есть мы не
не крестим младенцев, маленьких детей. По какой причине? Потому что они часто не понимают, что они делают. Да? То есть человек должен быть достаточно взрослым, чтобы отдавать себе отчет то, что он совершает. И вот здесь ситуация такая, то есть девочка 8-9 лет захотела креститься, но ее мама также отдала ее на подготовку, чтобы ей все объяснили, чтобы убедиться, что она все понимает. И после первого занятия девочка приходит домой, и мама ее спрашивает: дорогая, ты что-нибудь узнала? Что означает крещение? И ребенок начинает: это не вода, что делает тебя чистым. Мама такая: молодец, уже что-то усвоила. И тут девочка улыбается и добавляет: все дело в мыле. Очевидно, что эта маленькая девочка, да, она не понимала, что означает крещение. Кто у нас знает? Студенты библейки. Мы проходили уже крещение? Еще не проходили? В прошлом году проходили. Кто-то так сам по себе. Что означает крещение? Версии. Громче говорите. Завет. Дальше. Спасение, прощение. Обещание духу доброй совести. Так написано в Богу, да? Правильно, символизирует смерть и воскрешение, погребение, там все грехи остаются. И все, что перечислили, это все правда. И это те чудесные вещи, которые Бог, Он совершает для нас, когда мы принимаем Его дар любви через нашу веру. Да? Мы сначала верим в Него, потом каемся, принимаем крещение. Но смотрите, интересная вещь. Здесь то, что мы прочитали в 3 главе Евангелия от Иоанна. Странная история, казалось бы. То есть Иоанн Креститель был на реке Иордан, и он крестит людей для прощения грехов, к покаянию. Да? Он им всем говорил: покайтесь. И люди шли к нему и принимали вот это крещение как покаяние. Это была миссия вообще, суть, зачем пришел Иоанн Креститель на эту землю, чтобы подготовить путь для Иисуса. И то, что мы читали, там приводилась цитата из пророка Исаии. Это Исаия, 40 глава, 3 стих. «Раздается голос в пустыне: приготовьте путь Господу, выпрямите в долине дорогу для нашего Бога». Я почему так читаю? Так долго, когда читаешь в синодальном переводе. В синодальном кто знает, как там? «Глас вопиющего в пустыне». Да? Нам гораздо привычнее это, что покайтесь. Здесь раздается голос в пустыне: приготовьте путь Господу. То есть Иоанн был послан, чтобы подготовить путь для Иисуса. Он должен был подготовить сердца людей, которые жили в то время, к служению Иисуса. Что он делал? В чем это заключалось? Он ходил и говорил людям: вы все грешники, придите и покайтесь. Он им говорил, что люди должны были осознать, что им нужно вообще покаяние, что то, как они живут, это неправильно. В Евангелии от Матфея, вот то, что мы читали, 3 глава, Евангелие от Матфея, 3 глава, 5-10 стих, говорится: «К нему приходил народ и из Иерусалима, со всей Иудеи, и из окрестностей Иордана. Они исповедовали свои грехи, и Иоанн крестил их в реке Иордан. Фарисеям и саддукеям», это религиозные секты, да, религиозные группы у иудеев, которые приходили к нему, чтобы креститься, Иоанн сказал: «Вы змеиное отродье, кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего гнева? Делами докажите искренность вашего покаяния. Не думайте говорить в себе: наш отец Авраам. Говорю вам, что Бог может и из этих камней сотворить детей Аврааму». Дальше. «Уже и топор лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь». Что он здесь говорит? Он говорит, что есть ад, он существует. И приближается время страшного суда, когда Бог, Он будет судить этот мир. Топор, он уже наточен. И Бог собирается несколько деревьев срубить. Целью подготовки было, чтобы люди, они осознали: нам нужно покаяние, нам нужно приготовиться к встрече к ним. Нужно осознать, что грешники. И потом, когда приходит Иисус, нужно было понять: вот тот Спаситель,
тот ягненок, которого обычно приносили в жертву, который возьмет грехи всего мира и умрет за них. Итак, Иоанн, он проповедовал прямо, такой радикальный был. То есть не церемонился, прямо говорил, все грешники, все согрешили и лишены славы Божией. Есть ад, и туда лучше не попадать. Но именно там вы и окажетесь, если вы не примете решение покаяться и измениться. И что мы читаем, что на благодатную почву вот это его послание оно упало. Почему? Потому что иудеи были религиозными людьми. Ему не нужно было их убеждать, что есть ад, что есть Бог и что это. Он просто пришел, они все это знали прекрасно. Он говорил им просто покайтесь. Приблизилось Царство Небесное. То есть уже скоро вам нужно покаяться. И что приходили все грешники, и сборщики налогов, и солдаты, и саддукеи, и фарисеи, то есть религиозные группы. Кажется, все приходили. А потом приходит Иисус. Он его видит, что к нему идет, у него было внутреннее свидетельство, он видит, что идет к нему Иисус. И Иоанн, похоже, растерялся, он не понимает. И он его пытается отговорить. Матфея 3 глава, 14 стих. Иоанн хотел было отговорить его. Это мне нужно креститься у тебя. Зачем же ты пришел ко мне? Кто я такой? Это было не то, чего ожидал Иоанн. Это у него в голове не укладывалось и не соответствовало его инструкциям, которые у него были, так скажем. Что значит, ты хочешь у меня креститься? Да кто я такой? Ты меня должен крестить. Но Иисус ему отвечает, Матфея 3 глава, 15 стих. Но Иисус ответил, пусть сейчас будет так. Нам надо исполнить все, что требует праведность. Тогда Иоанн согласился. То есть, другими словами, Иисус говорит Иоанну, это то, для чего ты был послан. Это часть твоей миссии, чтобы я у тебя крестился. Давай все исполним. Все, что задумал Отец. То есть, вот это действие, когда Иоанн крестил Иисуса, там в этом заключалось нечто такое, что приготавливало путь для Иисуса. Почему Иоанн был сбит с толку? Потому что он говорил, что он крестит для прощения грехов, к покаянию. И почему Иоанн считал, что Иисусу не нужно было креститься у него? Есть версии. Иисус был безгрешен. Он был Сыном Божьим, который не согрешил. Написано, что Агнец, наша жертва за грех, он был безгрешен, ему не в чем было каяться. А Иоанн проповедовал именно крещение к покаянию. Он говорил, что люди, покайтесь, одумайтесь. Скоро Бог придет, а вы так живете, и вы пойдете в ад, если вы не покаетесь. Приходите и покайтесь. Вопрос, зачем тогда Иисус пришел и крестился? Ему не в чем было каяться, у него не было грехов. Зачем? Еще раз. Сейчас я расскажу. Дам правильную версию. Смотрите, на самом деле есть несколько вещей, но именно крещение Иисуса стало началом его служения. Вот сразу после этого он вошел в свое служение. Иисус прожил 33 года. То есть вот это событие, они произошли, когда было 30 лет. Вот 30 лет он не входил в служение в свое. Он рос, он готовился, он что-то делал, но до 30 лет он не служил на земле людям. Потом, вот смотрите, если взять Евангелие от Марка, 1 глава, самый 1 стих, пишется, вот начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Или вот она, благая весть, или Евангелие. Евангелие это что? Благая весть или радостная весть. 1 стих заканчивается, и тут же Марк начинает рассказывать нам о крещении Иисуса Христа. В Евангелии от Луки рассказывается о крещении Иисуса Иоанном, а потом сразу после, только крещение закончилось, мы читаем. Луки 3 глава, 23 стих. Иисусу было около 30 лет, когда Он начал свое служение. Очевидно, по какой-то причине служение Иисуса началось именно с момента Его крещения. Я хочу, чтобы это осело у вас в сознании. Вы понимаете, Иисус ходил, готовился,
Бог послал Иоанна Крестителя, чтобы он приготовил ему путь. И Иисусу нужно было прийти, у него креститься, для того, чтобы тот мог начать свое служение. Что же произошло? Вот на том этапе еврейской истории водное крещение применялось в 3 случаях. Ну, во-первых, вот было крещение покаяния. Это вот то, что мы читаем, то, что, к чему Иоанн призывал. Он говорил: приходите и покайтесь. Это то, что проповедовал Иоанн Креститель. И мы уже выяснили, что Иисусу не в чем было каяться, ему не нужно было креститься по этой причине, потому что он был безгрешен. Вы согласны со мной? Второй вид крещения предназначался для людей, которые хотели принять иудаизм. То есть они переходили из язычества, из любой другой религии, если они принимали иудаизм, и там что нужно было? Обрезание и крещение, в том числе водное. Если вы были язычником, хотели принять иудаизм, вам нужно было креститься в воде. Я в одном месте прочитал такую фразу: евреи обычно говорили о прозелите и язычнике, то есть прозелит – это кто переходит из другой веры, да, принимает, обращается. После его публичного принятия в иудейскую веру посредством крещения, хочу подчеркнуть, что он был новорожденным ребенком. То есть вот его окунали, он поднимался и говорят, что ты родился. Итак, крещение применялось, когда кто-то хотел перейти в иудаизм. Но Иисусу тоже не нужно было этого делать. Почему? То он родился евреем, был обрезан, рос в иудейской вере. Таким образом, крещение в те времена, еще раз, могло быть для покаяния, для обращения в веру, и Иисусу не нужно было принимать по этим причинам крещения. Вопрос: зачем? По какой причине тогда он мог креститься в воде? Смотрите еще раз. Еще одна причина, по которой людей омывали или погружали, помните, мы говорили, что баптиза, да, в греческом слово было омовение. В те дни священники, закон им также предписывал, что они должны были омыться водой. И еще раз, баптизм или крещение, погружение – это не христианский ритуал изначально. Он существовал давным-давно, еще с незапамятных времен. Здесь смотрите, вот интересный момент, то, что мы читали. Когда Иоанн крестил, к нему что? Приходили и старые, и молодые, и солдаты, и что? Саддукеи, фарисеи – это название религиозных групп внутри иудаизма. Никто из них, ни старый, ни молодой, не задал вопросы: ты тут что делаешь? Что у тебя за обряды какие-то странные, да? Если бы им это было непонятно, что ты тут развел, во что ты тут крестишь религиозное, его бы прямо там камнями забили. Вы понимаете, я что хочу донести, что это не было что-то новое, всем было ясно и понятно, что он делает. Он призывал к покаянию, и к нему приходили учителя закона, в том числе, чтобы креститься к покаянию. Не было ни одного упрека. Всем было ясно и понятно, потому что крещение давным-давно практиковалось в иудаизме. Итак, еще раз, крестить – это баптиза, или означает погружать, окунать. На иврите в Ветхом Завете, в Танахе, есть еврейские слова «таваль» и «твила», которые человек, то есть это то, что человек он осуществлял, омывался, чтобы быть ритуально чистым. То есть в Торе мы читаем, что прежде чем дать закон на горе Синай, Бог повелел народу вымыть свои одежды. Мы не будем смотреть Исход 19 глава, 10 стих, как символический акт очищения. Первый раз он сказал. В эпоху второго храма, на самом деле, когда жил Иисус, второй храм уже был, вот это омовение, оно практиковалось широкими массами. Есть такой историк Иосиф Флавий, который описывал, у него есть одно из его произведений «Иудейские древности». 18 глава, 38 строка можно прочитать об этом, что широкие массы были. Даже те цари иноземные, которые приезжали в Иерусалим, они понимали вот эту, если они хотят войти в храм,
им нужно было омыться. Тысячи пилигримов, тысячи паломников, которые уже иудеи были разбросаны по всему миру. И на праздники они приезжали в Иерусалим. И прежде чем они заходили в храм, там стояли такие бассейны, да, миква называлась. До сих пор еще сохранилось, если кто был в Иерусалиме, есть такие места, то есть они каменные, углубления, которые заполнялись водой, и где народ мог принять очищение посредством погружения, омыться, креститься. И смотрите, интересная тема. Давайте прочитаем. Книга Левит, 8 глава, 6 стих. Здесь говорится об омовении Аарона и его сынов во время посвящения их священники для служения в святой скинии. И Аарон это кто? Вы помните, при Моисее первый первосвященник, который на протяжении всего этого времени был первосвященником. Левит 8 глава 6 стих. «Моисей вывел Аарона и его сыновей вперед и омыл их водой». Дальше Левит, там события перечисляются, и потом, потерпите, сейчас уже к чему-то придем. Немного осталось, сосредоточьтесь. Левит 8 глава 12 стих. После того, как он их омыл водой, он возлил масло для помазания на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить. Смотрите, вот это священное действие, которое совершилось, его омыли водой и потом полили маслом на голову, это положило начало служения Аарона в качестве первосвященника. С этого момента он стал первосвященником. Когда Аарон и его сыновья были омыты водой и помазаны елеем, они стали священниками и получили право приносить жертвы и обращаться со святынями Господними. Вы помните, что только священник мог делать это. То есть святость это что? Святой – это отделенный. Сосуды были отделены, они были святые в том смысле, что обыкновенный человек не мог к ним прикасаться. Это только для употребления в храме, для совершения священнодействий. И только священник мог это делать. И вот после этого они получили право делать это все, обращаться со святыми сосудами, быть священниками. В этот момент, после крещения, Бог одобрил служение Аарона и его сыновей. Вы помните, что если кто-то вообще осмеливался и входил, например, во святая святых, то что с ним было? Бог убивал его. До такой степени было, да, то есть никто не мог входить туда. И здесь нам Библия говорит, что служение Иисуса Христа началось сразу после его крещения Иоанном. После сразу крещения, помните, что мы читали? Что произошло? Святой Дух в виде голубя, он сошел на него. Отец выразил свое одобрение вот этому всему, и он громко заявил. Матфея 3 глава 17 стих. «И вот голос с небес говорящий, это Сын мой, любимый мною, в нем моя радость». В синодальном переводе это «Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Может быть, кому-то ближе эти слова. Еще раз, Иоанн крестит его, то есть Иисус приходит, он Сын Божий, но он пришел сюда и живет как человек. Он приходит к Иоанну, принимает крещение, и после этого, как знак, как до этого священника омывали вот его, погрузили, посвятили, там маслом поливали, а здесь Дух Святой сходит, и Бог сам говорит, это мой Сын, я его люблю, в нем моя радость. И с этого положило начало служения Иисусу как нашего первосвященника. Вы знаете, что Иисус это наш первосвященник сейчас, христиан. Это так. То есть тогда было, это как прообразы все были, да? И был первосвященник в Ветхом Завете, но сейчас наш первосвященник Иисус. Евреям 4 глава, 14 стих. Давайте прочитаем. «У нас есть великий первосвященник, прошедший небеса, Иисус, Сын Божий». Со дня своего крещения Иоанном в Иордании и до своей смерти здесь на земле, как человек на кресте, Иисус, как наш первосвященник, Он готовил вот эту совершенную жертву. То есть Его тело же, оно и было совершенной жертвой. Он был и нашим первосвященником, и нашей жертвой. Он готовил свое собственное тело. Имеет какое-то значение то, что я говорю?
Кто-то может задать вопрос, ну и нам что с этого? Зачем нам, какая польза от этой информации? Почему нас должно волновать, что Иисус, Он прошел вот через этот ритуал на реке Иордан? Знаете, я хочу сказать, что это должно иметь для нас значение, потому что это имело значение для Бога. Кто-то может сказать, ну Иисус мог легко пропустить вот эту всю процедуру, формальность, просто ритуал. Я вам хочу сказать, что на самом деле нет. Это не так. Это больше, чем ритуал. Это священная церемония посвящения. Это таинство. Это то же самое, как и наше крещение. Это не просто какая-то ерунда. Вы понимаете? Это не формальность. Именно для этого вот тогда был послан Иоанн Креститель. Именно поэтому, вот ради этого Иоанн крестил в Иордане. И Иисус пришел к нему, чтобы тот крестил его. И это событие было важно настолько для Бога, что Дух Святой сразу после этого Он сошел на Иисуса как знак одобрения, и прогремел голос с небес Божий, который сказал: я хочу обратить ваше внимание, что вот эту церемонию, это таинство нельзя было откладывать. То есть Иисус пришел к Иоанну, тот ему говорит: да зачем, ты что, я недостоин, может быть, я у тебя буду креститься. Но Иисус ему сказал: пусть сейчас будет так. Вот русское слово «сейчас», оно такое, все по-разному воспринимают, поэтому придумали сию минуту еще. Но вообще, на самом деле, сейчас, здесь, в этом смысле, это вот немедленно. Вот в данный момент пусть будет так, сразу, немедленно, без промедления. Это был важный ритуал, его нельзя было откладывать. Вы знаете, что есть люди, которые считают, что наше крещение в воде, которое мы принимаем, это просто ритуал. И они не считают, что это важно. Написано же, что, написано, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Но потом дальше написано, кто не будет веровать, там про крещение как бы нету. И всякие такие доводы приводят. Но смотрите, важность крещения для христианина трудно переоценить, трудно не заметить. И интересные вещи такие я читал, такую мысль, что вообще на самом деле значение настолько очевидно, что большинство других культур, других религий, они также признают важность крещения. Был такой христианин в Китае, Watchman Nee, я не знаю, кто-нибудь слышал, нет, который был, и погиб за веру, то есть он, посадили его, он там до смерти и сидел, то есть в прошлом веке, на заре 20 века. Знаете, он писал интересную такие вещи, он говорил, что любой еврей, который тайно принимает христианскую веру, не подвергается преследованиям. Многие евреи верят в историческое свидетельство о Господе Иисусе. Их самое большое препятствие заключается не в вере в Него, а в крещении. Как только они крестятся, то есть тот, кто принял, их сразу изгоняют из общения. В Индии никто ничего не сделает верующему, если он не крещен. Но как только он крестится, его изгоняют. То есть нормально, ты можешь верить во что угодно. Но как только крестился, до свидания. И у мусульман ситуация еще более трагичная. Сейчас, может быть, многие страны по-другому. Например, вот в Индонезии, в частности, хотя там государственная религия, так скажем, это ислам, но много-много церквей везде. Но в 20 еще веке один из тоже миссионеров, он писал, что у меня никогда не будет большой церкви. Он был в одной из мусульманских стран. Почему? Он говорит, да потому что как только человек у меня кается и принимает крещение, я должен его куда-то отправить. Потому что если я его куда-нибудь не отошлю, в течение 3-4 дней он будет мертв. Его просто жизни лишат. Что я хочу сказать? Даже представители нехристианских культур понимают священный характер христианского крещения.
И помимо всего прочего, во время нашего крещения происходят удивительные вещи. Мы сейчас краткий обзор сделаем. Может быть, это тест для уже верующих. Итак, что началось для Иисуса, когда Он был крещен Иоанном? Мы говорили, что с этого началось Его служение в качестве нашего первосвященника. Да? Точно так же с нашего крещения начинается наше служение пред Богом в качестве священников Божьих. Вы внимательно меня слушаете? Никто стулом кинуться не хочет? Когда вы стали христианином, вы стали священником. Это правда. Давайте прочитаем 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Петр пишет: «А вы род избранный». Внимание. «Царственное священство, святой народ, отделенный народ. Люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в свой чудесный свет». Откровение, 1 глава, 5-6 стих. «И от Иисуса Христа, истинного свидетеля, первенствующего среди воскресших из мертвых и властелина царей земли. Он любит нас и своей кровью освободил нас от наших грехов». Дальше 6. «Он сделал нас царством и священниками своего Бога и Отца. Ему да будет слава и власть вовеки. Аминь». Смотрите, наше крещение, оно посвятило нас в наше священническое служение точно так же, как посвятило когда-то Аарона и его сыновей на служение. Когда он был омыт, и ему помазали елеем. Теперь вы являетесь священниками Божьими. Вы наделены властью обращаться со святынями Божьими. Вы можете причащаться, приходить к алтарю, крестить других людей сами в реке, в воде, читать Святое Слово. И для всего этого вам не нужен посредник в виде какого-то священника, потому что вы являетесь таковыми. Вы можете взаимодействовать с Богом напрямую. Вы понимаете, в чем вся суть? Вы даже можете приходить к Богу непосредственно сами и неформально, обращаться к Нему со своими молитвами и прошениями безо всякого священника, который будет служить посредником. Вы понимаете, что каждый из вас является священником, которые служат бок о бок со всеми служителями в церкви, с учителями воскресного служения, с теми, кто проповедует из-за кафедры, молодежные лидеры. Единственное отличие между тобой и мной в Божьих глазах – это просто функции, которые мы выполняем. Я учу из слова. Но все остальное вы также можете делать. Вы понимаете? Что я хочу подчеркнуть? Вы были спасены не для того, чтобы сидеть в церкви на мягких стульях. И это правда. Вы не поймите меня неправильно, я очень ценю, что вы здесь сидите на мягких стульях. Мне есть кому проповедовать. Но Бог спас тебя для того, чтобы ты мог служить Ему как священник. Чтобы вы могли что-то сделать. И вот одно из моих любимых мест Писания, Ефесянам 2 глава, 10 стих. В новом русском переводе. «Мы теперь новое творение Божие, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать». Вы были спасены, чтобы стать священником для Бога и служить Ему. После крещения у вас появился смысл существования, цель вашей жизни, предназначение, которое вы должны исполнить. Вы понимаете? Я вот сейчас говорил про такую, может быть, неочевидную сторону от крещения, почему Иисус крестился. И
Я надеюсь, что для вас это имеет все смысл. Но было бы несправедливо просто показать эту сторону. И раз мы уже заговорили про наше крещение, я хочу внести полную ясность и также дополнить, чтобы у вас не сложилась неправильная картина, что еще Библия говорит про крещение, про наше. Иисус сказал, Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. «Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а тот, кто не поверит, будет осужден». Вы помните тот момент в день Пятидесятницы, когда тысячи людей, толпа, Петр проповедовал, они были обличаемы, он сказал, что вы распяли Христа, того Спасителя, который пришел, они в ужасе сказали, что же нам делать? Деяния, 2 глава, 38 стих. Петр отвечал, покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа. Внимание, и получите, вот после крещения, и вы получите в дар Святого Духа. Бог обещает, что когда вы поверите в Иисуса, покаетесь в своих грехах и примете водное крещение, Он спасет вас. Но помимо этого, Он что еще? Я говорю, еще и Духа Святого дам. Вы помните, как Иисус, Он принял крещение, и потом на Него Дух Святой сошел в виде голубя. То же самое здесь происходит. Мы принимаем крещение, и мы принимаем Святого Духа. Но помимо этого еще происходят другие уникальные вещи. Галатам 3 глава, 27 стих, Павел пишет, «Ведь все крещенные во Христа облеклись во Христа». И здесь вот слово «облеклись» – это как в прямом смысле, как вот ты одежду одеваешь на себя, ты одел на себя Христа, ты завернулся в Него, Он вокруг тебя. Что это означает? Что когда будет судный день, и ты предстанешь перед Богом Отцом, Он будет смотреть на тебя и будет видеть своего Сына, Иисуса Христа, в которого ты облегся. Он не видит тебя, Он Его видит. И поэтому нет у тебя никаких грехов. Он видит своего безгрешного Сына. Он твой покров праведности перед Божьим престолом. Он покрывает тебя. Дальше, Римлянам 6 глава, 3-4 стих. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, были крещены в Его смерть? Мы при крещении были погребены с Ним в смерть, чтобы жить новой жизнью, и как Христос был воскрешен из мертвых славой Отца». Как вот до этого говорили, при крещении мы погружаемся, и мы там умираем. Все наше прошлое, оно там и остается, оно умирает, и оно забыто. Все ваши прошлые грехи, они больше никогда из этой могилы не поднимутся. Но более того, мы поднимаемся из этой могилы водной к новой жизни. Мы возрождаемся во Христе. Новое творение. Но более того, смотрите, точно так же, как мы не остались же под водой, когда нас крестили, нас же вытащили. Мы же воскресли для новой жизни. Смотрите, крещение – это Божье обещание того, что когда мы умрем, земная могила нас не удержит, мы там не останемся. Придет время, и мы восстанем из могилы точно так же, чтобы жить вечно с Богом. И это также символизирует крещение. Что я хочу подчеркнуть? Это не просто ритуал какой-то, которым можно пренебречь. Это священная церемония. Это таинство. И точно так же, как Бог почтил Иисуса, сойдя на Него Святым Духом, у реки Иордан, когда мы крестимся во Христа, мы получаем Его дар, Святого Духа. Бог триедин, Отец, Сын и Дух Святой, вы знаете. И теперь мы храм Духа Святого. Смотрите, вот кто помнит и в скинии, и в храме, что было? Завеса была, которая отделяла святое святых. И простой человек туда войти не мог. Более того, да, как бы в святое это заходили только просто священники. Человек мог войти только во двор. Но туда дальше священник, а потом в святое святых, где стоял ковчег,
где было присутствие Божие, только первосвященник мог входить. Кто помнит, что произошло, когда Иисус, Он был распят, и Он умер? Завеса, она разорвалась, и это был плотный материал. Вы помните, это символизирует то, что нету больше завесы. У нас сейчас новое священство. Нам не нужен первосвященник. Когда ты крестишься, ты сам становишься священником. Что тебе не нужен больше посредник, чтобы кого-то просить. Потому что как это было? Только священник мог принести жертву за грех, что-то сделать. Ты к нему приходил с просьбой. Сейчас ты все это делаешь сам, непосредственно пред Богом. И тебе не нужны больше посредники. И более того, еще и Дух Святой в тебе живет. И все это благодаря крещению. Петр сказал собравшимся на праздник Пятидесятницы еще раз. То, что мы читали. Деяния, 2 глава, 38 стих. Петр отвечал: «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа». Когда мы крестимся в Христа, Бог дает нам свой Дух в знак того, что Он принял нас. В день Пятидесятницы там 3000 человек. Они были побуждаемы, почувствовали необходимость, что им нужно быть крещенными, быть погребенными со Христом. И вот было вот это вот ощущение, это нельзя откладывать. Это срочное дело на самом деле. И если почитать вообще Деяния, можно обратить внимание, что крещение всегда сопряжено с неотложностью. Давайте я вам еще одну историю из Деяния 8 главы приведу. Деяния 8 глава, 26-38. Читаем. «Ангел Господа сказал Филиппу: ступай на юг на дорогу, что ведет через пустыню из Иерусалима в Газу. Филипп встал и пошел. В это время там находился эфиопский евнух, придворный Кандакии, то есть царицы эфиопов, заведовавший всей ее казной. Он приезжал на поклонение в Иерусалим». То есть какой-то иудей служил казначеем у эфиопской царицы. И был оскоплен, был евнухом. И он приезжал, он был иудеем, чтобы поклониться в Иерусалиме, и теперь возвращается домой. И теперь возвращается домой, сидя в своей колеснице, он читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди к этой колеснице и иди рядом. Филипп подбежал к колеснице и услышал, что в ней читают пророка Исаию. «Ты понимаешь то, о чем читаешь?» – спросил Филипп. «Как же мне понять без разъяснения?» – ответил тот. И пригласил Филиппа подняться и сесть с ним. А читал он следующее место из Писания. «Как овца он был введен на заклание, и как ягненок перед стригущим безмолвен, так и он не открывал уст своих. Он был унижен и лишен права на праведный суд. Кто может рассказать о его потомках? Ведь его жизнь забирается от земли». То есть здесь пророчество об Иисусе Христе. Евнух спросил Филиппа: скажи мне, о ком здесь говорит пророк? О себе или о ком-то другом? Тогда Филипп стал объяснять, начав с того места Писания, и рассказал ему радостную весть об Иисусе. Тем временем они приблизились к какой-то воде. «Смотри, вот вода», — сказал Евнух. «Что мешает мне принять крещение?» Филипп сказал: «Если ты веришь всем сердцем, то можно». Евнух сказал: «Я верю, что Иисус Христос, Сын Божий». Он приказал остановить колесницу. Оба они, Филипп и Евнух, вошли в воду, и Филипп крестил его. Вопрос: зачем торопиться? Сразу так взять, креститься. В следующий раз приеду в следующем году. Давай выберем достойный бассейн, чтобы все было по чину, а не просто в луже какая-то вода. Но смотрите, это не просто ритуал. Это священная церемония. И это таинство. Это принятие Божьего бесплатного дара спасения. Это то, что нужно делать без промедления, по возможности. Когда-то и мы поставим здесь бассейн, у нас будет своя миква, чтобы нам куда-то не ходить, и можно крестить прямо сразу. Вышел к покаянию. Может быть, как-то, чтобы не так страшно было. Чуть попозже. В заключение хочу последнее место Писания прочитать. 2 Коринфянам, 6 глава, 2 стих.
Ну и вторая часть стиха. «Говорю вам, что именно сейчас благоприятное время, и сегодня день спасения». Сегодня день спасения, не откладывай. Я вам хочу такой пример привести, я уже закончил, и последняя история. Представьте такой вокзал, вокзал громко сказано, станция железнодорожная в небольшом поселке промежуточная, и запыхавшийся мужчина забегает на станцию, в здании никого нет, один кассир сидит за окошечком, он подбегает и спрашивает, во сколько уходит поезд на 8:01? Кассир отвечает, в 8:01. Он говорит, так мне как ориентироваться? Просто на площади часы показывают 7:57, городские часы показывают 7:59, а часы на вокзале 8:04. На что ему кассир отвечает, вы можете ориентироваться по тем часам, по каким хотите, но только на поезде на 8:01 вы уехать не сможете, он уже ушел. Не откладывай. Если ты еще думаешь, если у тебя есть сомнения, спасение это, оно стоит того. Аминь.